Говорит Париж, международное французское радио РФИ. Всемирное время 18 часов. В Париже 20 часов. В Москве и в Санкт-Петербурге 22 часа. Добрый вечер. У микрофона Фатима Салказанова. Ее больше 20 лет глушили в Советском Союзе, когда она была одним из самых известных голосов русской службы радиостанции «Свобода». Затем некоторые хотели убрать голос известной французской журналистки из европейского хора. Сегодня Фатимы Салказановой с нами больше нет. Русский журналист, работавшая многие годы на радио «Свобода», а затем в русской редакции РФИ, Фатиме Александровне несколько дней назад исполнилось 73 года. Очаровательная хрупкая женщина, человек трех культур – осетинской, русской и французской, кажется, имеет силу целой армии, которая ни разу не капитулировала при самых грозных обстоятельствах. Сегодня ситуация изменилась, и она изменилась очень резко. Я это изменение заметила, когда я еще была заместителем главного редактора «Радио Свобода», и когда однажды один из внештатных сотрудников «Радио Свобода» из Москвы позвонил, предложил какую-то тему для комментария. Я ему сказала: очень хорошо, мы принимаем эту тему. Он сказал: а как ее осветить? И я ему на это ответила: осветите так, как вы понимаете это событие. Он сказал: ну, я понимаю, может быть, не так, как понимают американцы. Скажите, как я должен осветить эту тему? Ее же ведь можно осветить так, а можно и так. И я тогда поняла все. Началась новая эра журналистики, где журналистам надо говорить, как они должны осветить события. За инакомыслие Фатиму дважды выгоняли из Института восточных языков, после чего она вышла замуж за француза и уехала с ним во Францию. Дальше Сорбонна, преподавание в институте, затем 25 лет на радио «Свобода». В последние годы Фатима Александровна поддерживала активные связи с Северной Осетией, откуда была родом и ее семья. В декабре прошлого года она подарила всю свою библиотеку Северо-Осетинскому госуниверситету. Когда-то много-много лет назад я обещала на филфаке Владикавказского университета, встречаясь там с преподавателями, со студентами, я обещала, что свои книги я им передам. Я вспомнила об этом обещании немножко поздновато уже, когда узнала о том, что жить осталось недолго. Мой сын не читает по-русски совсем, он немножко говорит, но русские книги он не читает. Потом у меня там масса и всякой французской политической литературы. Это все отправляется в Владикавказ, в университет, на филфак. И я просто хочу сказать, что филфак Владикавказский мне очень нравится. Ну и факультет журналистики, конечно, тоже нравится. За 40 лет работы в радиожурналистике Фатима Салказанова собрала обширнейший аудиоархив. Ее программы, интервью, репортажи – это уникальная звуковая летопись целой эпохи, связанная в частности с русской культурой в изгнании. В числе ее материалов – интервью с Гайто Газдановым, Ириной Адоевцевой, Виктором Некрасовым, Мстиславом Ростроповичем, Сергеем Параджановым. Имя Фатимы Салказановой хорошо известно в мировых журналистских кругах. Она всегда будет одним из самых ярких представителей медийной элиты. Фатима Дзываева, Савелий Зангиев, Осетия ТВ.